Христос рождается, славите, Христос с небес встречайте. Рождество Христово – это приближение Бога к людям. И не только приближение, это вочеловечение, воплощение Бога. Бог стал человеком. Унизившись, Он возвышает наше человеческое естество. В дальнейшем это человеческое естество занимает место одесную Бога Отца, то есть Сын Божий находится одесную Отца. Вот куда вознеслась человеческая природа. Поэтому Рождество Христово, оно обнадеживает нас, оно вселяет в нас огромную веру в сонаследство Царства вместе с Бога-человеком. Человеческое естество в Боге просматривается в Его поведении, когда Он общественно служил роду человеческому с 30 по 33 года. Но сейчас мы смотрим на Богомладенца, на ясли, на бедноту пещеры. Значит, Господь ни во что поставил царские палаты, ни во что поставил знатность. Вот именно это положение смирения. С маленького начинается что-то большое. Виртуозная игра не бывает без медленной работы с клавиатурой. Так и здесь Бог во смирении преподает нам пример шествия в земной жизни. Только пример Христа является для нас действительно четкой инструкцией для жизни, школой бессмертия. И поэтому Христос, родившийся, пусть каждого из нас научит, каждому из нас даст эту благодать со скромной пещеры Рождества. Каждому из нас даст сильную веру, надежду и, конечно же, любовь. Потому что именно Боговоплощение – это выражение любви Божией. Христос есть любовь Божия. Сам Христос и акт Его вочеловечения – это проявление огромной любви Божией. Это любовь жертвенная, уничижающая, чтобы возвысить нас. Это любовь, конечно же, неизреченная, и поэтому праздник Рождества является огромным всемирным государственным в нашей стране праздником. С праздником вас Рождества Христова! Христос родился и воплотился. Встречайте, радуйтесь, пойте веселье, люди, потому что Он прославился и в человеческой плоти, в человеческом естестве. Желаю всем здравия, душевного и телесного. Поздравляю также с новолетием. Поздравляю вас и желаю во всем благопоспешения и многих лет жизни со Христом и во Христе. Божие вам всем благословение!